Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Дуа за чеченский народ и всех мусульман на священных землях. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил малый хадж. Рисковали собственной жизнью ради спасения других. В Грозном наградили сотрудников МЧС, ликвидировавших пожар на ЭЗС. Объединить усилия ради спасения молодежи. В Грозном обсудили борьбу с экстремизмом и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил умру и побывал в мечети пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, и приветствует, в Медине. Встретили гостей из Чеченской Республики с большим радушием. Глава региона отметил, что подобные моменты наделяют душу и сердце светом и спокойствием. Все подробности поездки далее в сюжете. В компании близких и родных людей Рамзан Хаджи Кадыров решил совершить умру. Совсем скоро их самолет приземлится, и они смогут стать частью религиозного обряда, о котором мечтает каждый верующий мусульманин. В священном путешествии лидера субъекта сопровождают его сыновья Али и Адам, а также советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов и другие официальные лица региона. عمرته وأحرمت به أسي عمرة ديحكا ديحكي لله تعالى لخل وجه الله ديلدع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. В аэропорту Джидды главу региона встречают с теплотой и уважением. Чеченским друзьям пожелали принятия умры от Всевышнего Аллаха и приятного нахождения в Саудовской Аравии. От самого аэропорта до священной Мекки Рамзана Хаджи Кадырова сопровождает королевский кортеж. По прибытии советник главы региона Адам Шахидов рассказывает о ценности совершения религиозного обряда. هي تم از حج این حج شرک تبلغ شو این زار حج مش نقول اللهم حج زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. Побывать здесь и насытить свою душу спокойствием и поминанием Всевышнего и его любимца, да благословит его Аллах и приветствует, мечта каждого мусульманина, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. شكور يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Посетил глава региона и мечеть пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине. Здесь, рядом с могилой лучшего из творений, делегация из Чеченской Республики совершила коллективный намаз. А в дуа они просили у Аллаха благополучия для всех мусульман.
رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا. Кладбище Аль-Бакай. Следующая точка посещения. Здесь покоятся сподвижники благословенного и досточтимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Они сражались и отдавали свои жизни во имя религии и всемогущего Аллаха. Всякий раз при посещении священных мест душа верующего наполняется прекрасными теплыми чувствами и эмоциями, отметил Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Иршов Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Состоялся долгожданный боксерский поединок между двумя непобежденными чемпионами – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Он прошел в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Событие собрало огромное количество зрителей, среди которых и глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он переживал за нашего бойца и давал ему советы. По итогу победу одержал Артур Бетербиев. Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Поздравил боксера глава региона. Бетербиев становится абсолютным, неоспоримым чемпионом мира. Вот этот пояс undisputed, что переводится как неоспоримый. Артур поднимает ввысь. Ну что ж, у России есть первый абсолютный чемпион мира. Мощнейшая поддержка у Артура Бетербиева и, конечно, опустошенный взгляд Дмитрия Бивола. К такому он не готовился, это явно. Во время своего визита в Саудовскую Аравию глава региона встретился с принцем Турки бин Мухаммедом бин Фатхом бин Абдуль-Азизом. Они обсудили социально-экономическое сотрудничество и перспективы дальнейших взаимовыгодных отношений. Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул особые связи Чеченской Республики и Эр-Рияд. Глава региона также посетил постоянное представительство Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества. Данное учреждение исполняет важную функцию в поддержке связи между нашим государством и мусульманским миром. Видишь, как раз хотел позвонить. Сотрудники МЧС России, проявившие героизм при тушении пожара на АЗС в Грозном, были награждены медалями за защиту прав человека. Награды вручил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Салтаев. Исполняющий обязанности его начальнику Хадисанду Халла Цигях Булахи Ши ей газ шайол Ши ей бензин дошла Иш Лилгнира Нахана Бохба Сингертам Хибарцуна. Ama iş şeyse sakoş iş etiyok adab lehse. İza dünaldo iza nokçalı kuan xaluk tana o amat hajinek yaha ve halkı indo kigina buk tana şeyse sakoş tan mülçmehte yaha daqlat kiç. Отличившиеся пожарные из первой пожарно-спасательной части Ахматовского района рисковали своими жизнями, ликвидируя масштабный пожар площадью 900 квадратных метров. Взрыв цистерны с топливом создал огненный шар, видимый за несколько километров. В Грозном прошло заседание правительства Чеченской Республики под председательством премьер-министра региона Магомеда Даудова. Рассмотрели и приняли 35 проектов постановлений, которые направлены на социально-экономическое развитие республики. سلام عليكم نسمع الميديا إذا سلونا مصيب داش صوت عن شين شبكة على الأشكال عاب بوقت داش وين ريسبوبليكان направление, главный не очень направление театра, она уже главный
В завершении заседания заместителю председателя правительства Чеченской Республики, министру сельского хозяйства региона Висхану Мацуеву передали благодарственное письмо за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса от министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут. Благодарность Министерству сельского хозяйства Российской Федерации Мацуеву Висхану Зеленхаевичу. Верховный лидер Ирана призвал исламские страны ограничить все связи с Израилем, а Т-банк выпустил дебетовую карту, которая соответствует нормам ислама. Об этих и других новостях из мира мусульман смотрите в нашей рубрике «Умма». США и Великобритания нанесли удары по военным целям в западной провинции Йемена, Худейда. Хуситы не раскрывают точное местоположение ударов и возможные жертвы. Западные страны обвиняют Иран в поддержке хуситов, что способствовало их военному успеху. Удары произошли во время встречи хуситского представителя с иранским министром иностранных дел Мускати. Джефф Монсон женился на русской мусульманке в Уфе. Его жену зовут Екатерина. Пара планирует провести торжественное мероприятие с гостями через полгода. Они не планируют выносить личную жизнь на публику и скромно отметили обряд венчания. Напомню, что Монсон – бывший американский боец смешанных единоборств. В 2018 году стал гражданином России, а летом нынешнего года принял ислам. Верховный лидер Ирана Аятолла Хаминеи призвал исламские страны ограничить связи с Израилем, осудив действия сионистского режима. Хаминеи считает, что Израиль продолжит совершать преступления на Ближнем Востоке, пока мусульмане не применят силу. Он призвал разорвать политические отношения с Израилем, а также усилить давление на Тель-Авив и полностью разорвать экономические связи. Т-банк, бывший Тинькофф, выпустил дебетовую карту, соответствующую исламским нормам, совместно с мусульманскими улемами. Карта запрещает операции, связанные с процентами, алкоголем, табаком, казино и другими запрещенными в исламе товарами и услугами. На остаток не начисляются проценты, нет кэшбэка или кредитных инструментов. Владелец карты может получить бонус за привлечение нового клиента, но самому новому клиенту бонус не полагается. Это уже третий российский банк, выпустивший халяльную карту после Сбера и Акбарса. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном открыли первый в республике супермаркет с кассами самообслуживания «Гастромания». Магазин предлагает широкий выбор продуктов, включая свежие товары, деликатесы и готовую еду. А работать он будет круглосуточно. Сюжет Хавы Айдамировой. В торговом центре «Минутка» царит праздничная атмосфера. Жители Грозного собрались, чтобы стать первыми посетителями нового супермаркета «Гастромания». Красную ленту в торжественной обстановке разрезает известный фудблогер республики Зарема Ростов. В «Гастромании» представлен широкий ассортимент товаров, от свежих продуктов до экзотических деликатесов. Кроме того, здесь есть отдел с готовой едой, где можно сразу пообедать, не выходя из магазина. Предмет особой гордости – собственная пекарня. Благодаря этому здесь всегда есть ароматный горячий хлеб и свежая выпечка. Магазин отличается современным подходом к покупкам. Здесь установлены специальные терминалы для самостоятельной оплаты картой, что делает покупки быстрее и комфортнее. Это полностью российское производство, российское программное обеспечение, российская сборка, российские комплектующие. Всего по Российской Федерации сейчас таких касс установлено порядка 10 тысяч штук. В Грозном, насколько мне известно, это первые. Призвано это устройство разгрузить обычных кассиров, увеличить количество очередей в магазине, ускорить обслуживание покупателей и увеличить пропускную способность магазина, как следствие его выручку. Касса делает ровно то же самое, что делает кассир на обычной кассе, только покупатель может это сделать сам. В честь открытия для гостей была организована яркая шоу-программа с участием известных артистов. Проводились дегустации и конкурсы с призами. Посетители сделали первые покупки. Магазин очень большой, очень красивый, очень удобном локации. Я вижу все продукты свежие пока. Обязательно буду приходить. Современный супермаркет представил богатый выбор продуктов в удобном формате. Кроме того, он будет работать круглосуточно. Хава Айдамирова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя.
В Грозном обсудили обеспечение духовно-нравственного развития личности в современных условиях. Встречу посетили представители различных ведомств республики. Обсуждалась также проделанная работа и успехи, которые достигнуты в направлении духовно-нравственного воспитания. Одна из главных задач – это защита молодежи от негативного влияния недостоверной информации в социальных сетях. Наш дахадуе, алхамдулилlah, наш дек, что ирсе дек, что amma, вейн духа беш бог в информационном плане, духас информационный план, и гибридный план, о истиарчхайна бежин буис, тана тигичная хайфа шталается. Из-за социальной сети шуаха, тана беш именно через интернет, социальные сети, тана беш бог в хигина галба. Помимо этого, участники круглого стола предложили свои идеи улучшения данной сферы. Опыт Чеченской Республики показывает и доказывает, что именно взаимодействие всех органов государственной власти, институтов гражданского общества может позволить создать четкий плацдарм, четкий базис для совершенствования механизмов взаимодействия с подрастающим поколением, различными институтами гражданского общества, молодежными организациями, молодежью в целом. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.